Я тороплюсь, наверное, осознавая, что и мы все очень опоздали. Мы очень упустили время. Такие люди жили, то можно было их застать, можно было поговорить, записать. Мы этого не сделали, мы опоздали. Но и даже и сейчас можно сделать и нужно делать это. Зера Бекирова, журналист, мама. Я родилась в Узбекской ССР, Андижанская область, Курган-Тепинский район. Был такой хлопководческий совхоз «Савай», основное население которого составляли крымские татары депортированные и турки-месхетинцы. Отец Бекиров Бавадин из села Аджменды Керченского полуострова. Мама из соседнего села Сыдживут, тоже Керченского полуострова. В 1944 году были депортированы. Встретились они в Узбекистане, в совхозе «Савай», там поженились. Остался отец и его сестра остались круглыми сиротами за 1 год. Из 11 человек, высланных в Узбекистан, их за 1 год осталось 2 всего. Все остальные умерли с голода, от голода. Вот, поэтому отец у меня остался, скажем, безграмотным человеком. Он успел проучиться всего год. Ничего не запомнил, а уже когда остался без родителей, был вынужден пасти коров, баранов и не учился. Мама также, у них в 1944 году умерла моя бабушка Зори Хартанам. Отец остался с 7 детьми. В скором времени и он умер. И дети все остались как бы сиротами. И моя мама, будучи 12-летним ребенком, как бы заменила своим братьям и сестрам, хоть и они старше, маму. Они все выучились, получили образование. И единственная моя мама даже школу не закончила. Поэтому у меня из-за депортации я выросла без бабушек и дедушек. Отец в 1955 году был первый призыв, в 1956 году забрали в армию. Он попал в Россию, и он вспоминал, что в 1957 году впервые стоял на службе, то есть вот, и говорит, вдруг с этих радиоприемника послышалась крымско-татарская хайтарма. Я, говорит, думаю, что со мной что-то происходит, это не может быть наяву, как тут? И потом он пишет письмо, и ему говорят, что вот, да, вот стал, значит, ансамбль хайтарма, и на радио записали несколько мелодий. Поскольку родители у меня остались без среднего образования, вообще без образования, отец мечтал, что сколько бы у него ни будет детей, он обязательно их всех выучит и даст высшее образование. Образование, учеба в нашей семье – это было вот что-то святое. Очень было такое трепетное отношение ко всем образованным людям, к окумыш инсанларга, к книгам. Отец, будучи не умея читать, писать, он привозил мне, когда я училась в школе, книги. Вот интересная какая-то книга. Я спросила у продавца, он сказал, что это интересная книга, ты вот почитаешь. Поэтому, когда в 1957 году, задолго до моего рождения, начала выходить газета «Ленин Байрагы», мои родители ее выписывали. Они ее складывали, не умея читать. Но уже потом, когда я родилась, пошла в школу, это через много лет, уже читала я эту газету. И, в общем, вот литературный язык как бы я выучила благодаря газете «Ленин Байрагы». Я с детства ее читала. «Ленин Байрагы» я там, писала такие маленькие заметки, пробовала. Сначала в школьной стенгазете, потом в «Пионер Востока» была такая газета в Узбекистане. Потом попробовала написать на родном языке, естественно. Там, конечно, наверное, статью мою не опубликовали, но отправили мне такое письмо, благодарность, тешекюр, сен сагол, сен девамет, бізің газетамызға абуне топла. И я очень радостна такому поручению, конечно, всех в селе, в котором мы жили, и подписывала, и носила, и таких писем благодарности от Ленин Байрагы было много. И вот тогда вот как бы зародилась мечта работать в этой газете. Для меня это было, наверное, Ташкент был очень далеко, пускать в Ташкент на учебу, хотя вот я хотела учиться на Татлите. И я поступила в Волжский пединститут, я по образованию учитель русского языка и литературы. Но потом вот в 1988 году все-таки сбылась моя мечта, и я пришла в Ленин Байрагы работать и проработала там ровно 30 лет. Могу сказать, что в Узбекистане, работая в Ленин Байрагы, я объехала все области Узбекистана. И Сурхандарья, и Сырдарья, Бухара, Самарканд, Карши. В общем, все, Наманган, во всех областях были крымские татары, и я их разыскивала, писала, в общем.
Там, может быть, не сложнее, я не могу сказать интереснее, но то, что вот там цензура, когда ты не можешь писать, мы, например, писали истории депортации, мы никогда не могли писать, что вот человек был депортирован. По воле судьбы попал в Узбекистан. И получалось, что весь народ по воле судьбы, там я не знаю, по воле Аллаха попал в Узбекистан. Это нас, конечно, очень коробило, но мы не могли, потому что газету пока, например, узлит, не прочитает и не подпишет, не даст добро, газету не пропускали. Иногда было, даже могли из графика вылезти из-за того, что там что-то это. Там, допустим, во многих газетах существовал такой негласный список запретных слов. Если он, допустим, там 150-200 слов, то у Ленин-Байрағы этих слов, наверное, было порядка 500. Там иногда придирались даже просто, я не знаю, упоминание моря, упоминание облаков, гор, как будто бы в Узбекистане не было этого всего. А уже говорить там крымские татары или крым-татар тілі, крым-татар халқы, там Крым, это было категорически. Только после 1988 года, вот 1989 года уже как бы такое послабление. Я не хочу употреблять это слово приспосабливать, но находили как бы способы работать, понимаете, донести вот это вот все. Допустим, когда было запрещено крым-татар тілі, крым-татар эдебияты, мы говорили туған тіліміз, туған эдебиятымыз, біздің халқымыз, милли меселеміз, там, или, я не знаю, милли юртымыз, не говоря слово Крым. Читатели прекрасно понимали, о чем идет речь? Я думаю, нет. В Узбекистане, в местах депортации, ну, в Узбекистане мы жили, наверное, нет. Если бы был этот страх, мы, наверное, не вернулись в Крым. Не было этого страха. Ну, я не могу сказать за весь народ. Конечно, были, как и в любом народе, и очень хорошие люди, и подонки, стукачи, которые как бы себе на хлеб этим зарабатывали. Этих людей знали, поэтому, но такого страха у народа я бы не сказала, что есть. В Крыму было интереснее работать, потому что это как мы вот, как люди, которые в пустыне, да, засуха, воды нет, и тут вдруг свежий воздух, родина, все это, конечно, было здесь интересно. За такое вдохновение было первые годы. Это женский журнал, как раз в этом году, в марте будет ровно 10 лет, как мы выпустили первый номер. Первый номер был приурочен к 105-летию выхода журнала Алеми Нисван, первого женского журнала. Название Нинкиджан мы не придумали. Такой был рукописный журнал, когда в 1917 году создавался женский институт Даруль Муалимин, и там девочки, студентки делали рукописный журнал. Издавали, не могу сказать, они его действительно делали. Они в рукописную, значит, писали, сшивали, и даже сестра Бекира Чобанзаде, Зулейха Чобанзаде, писала им стихи, очень много было таких. В нашем крымском архиве сохранилось несколько экземпляров. Один экземпляр, о котором нам рассказала Гаяна Юксель. Задача нашего журнала, женского журнала, естественно, только на крымско-татарском языке и латиницей. Латиница была избрана для того, чтобы, во-первых, вся диаспора могла читать. Только мы как бы остались оторваны, да, немножко от тюркского мира. А весь тюркский мир, ну, поскольку у нас большая часть живет в Турции, Болгария, Румыния, Америка. Журнал доходит до них, и они читают. У нас такая была цель, я думаю, не знаю, насколько это нам удается, рассказать всему тюркскому миру о крымских татарках, в первую очередь о женщинах, и нашим крымским татаркам, живущим в Крыму, рассказать о тюркском мире. Обязательно мы ищем где-то крымские корни, крымские связи, и даже, знаете, совершенно вот, как сказать, неожиданных вот случаях мы находим такие корни. Например, вот профессор в России Ирина Карабулатова. Она самый молодой профессор, ученый. Когда она сделала свою работу о колыбельных, мы с ней списались, у нее была работа «Проект колыбельные мира». Мы с ней списались, оказалось, что у нее предки крымские татары. Еще аж где-то даже родство с царской семьей, чуть ли не в 20-е годы они вынуждены были покинуть Крым. Роль женщины, я думаю, что самая важная и самая ответственная роль именно и в семье, и в нации, но семья – это часть нации, и как бы когда говорят, что родился мальчик, это родился, ну, мужчина, да, а когда родилась девочка, это родилась, как бы так, скажем так, нация, да, такая есть поговорка.
отводится очень и ответственная роль женщине. И женщины, я не знаю, ни одного процесса, ни одного события в жизни крымско-татарского народа нет, где бы не участвовали женщины. Даже в этом национальном движении. Вся тяжесть именно как бы легла на их плечи. И спасение нашего народа, скажем так, благодаря, наверное, именно нашим мамам, нашим женщинам, которые, сами оставаясь голодными, раздетыми, они смогли спасти наших людей. Тогда вышла книга Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо». Я зачитывалась этой книгой, я ее перечитала несколько раз, и думаю, вот бы нам сделать такую же книгу о депортации, расспросить всех, потому что у всех родителей, вот лично у меня, людей моего возраста, родители, бабушки, дедушки, они все были депортированы. То есть нет ни одной крымско-татарской семьи, которой бы не коснулась эта трагедия. Собрать вот эти вот рассказы. Потом уже, когда в Узбекистане этого не получилось, уже приехав в Крым, я познакомилась с Рифат Ага Куртиевым. Рифат Ага Куртиев сказал, что он начинает проект депортации крымских татар, как это было. И вот мы, там целая команда работала, мне посчастливилось работать в составе этой команды, и вот во всех этих 3 томах этой книги мне пришлось участвовать, посчастливилось участвовать, а потом уже я стала собирать самостоятельно. После того, как я ушла из газеты, у меня появилось много времени, появилась свобода, и как бы я начала собирать. Год 75-летия я решила 75 историй собрать. 75 историй по всем районам, селам Крыма. Мы объездили, очень много людей мне помогли, я им очень благодарна. Сделала эту книгу, 18 мая мы ее издали. И что хочу сказать, за этот 1 год из 75 человек, даже не дожив до издания книги, уже умерло 6-7 человек. К концу года их было уже 10. И я поняла, что мы опаздываем, что мы должны это каждый день делать, записывать. Это не то, что там, я не знаю, посеять какую-то там ненависть. Нет, это для истории. Мы должны каждого человека. Даже были люди, знаете, которые говорили, зачем у всех одно и то же, пришли, постучались, дали 15 минут и все. Нет, вы знаете, вот сколько историй я записала, очень много, нет ни одной похожей истории. То есть у всех обязательно есть что-то свое особенное. Когда вышла книга, я посмотрела, что все-таки это нужно, поняла, что это нужно сделать, и решила расширить и уже как бы Сургунлюк Йолларында, дорогами депортации. И решила начать с Мариэл. Благо нашлись люди, которые меня пригласили, сказали, если вы приедете, мы вам поможем. Одна я этого не смогла сделать, конечно, мне помогали люди. И я поехала в Марийскую ССР, там было выслано 9060 человек. И я думала, что я когда, естественно, перед поездкой, перед командировкой, я прочитала, что такое Марийская ССР, сколько там крымских татар попало, есть ли сейчас там крымские татары, и сколько там человек проживает. Там по переписи, по последней переписи, там порядка 20 человек там было написано, что в Марийской ССР проживает 20 человек. Я в одном городе Волжске обошла, наверное, где-то 30 семей. Это те люди, которые вот хотели видеться со мной, рассказывали, потому что были и те, которые отказывались. Поэтому там еще достаточное количество людей живут, и живут свидетели депортации, которые могут это рассказывать. Потом была поездка уже на Урал. Марийская ССР это не Урал, хотя многие говорят Урал. Не совсем это Урал. Уже я как бы в сам Урал попала. И знаете, первое, что когда спустилась по трапу самолета, у меня вот эта вот песня, я не знаю почему, Уралдағы. Именно эти строки, вот Янсен, Янсен, Урал Янсен. А пробыв там около 3 недель, я, конечно, вернулась очень и опустошенная, и какая-то была вот боль, которая не отпускала. За что? Почему? И думаю, да, Урал янмасын, янмады. Ама біздің халқымызны яқты Урал. Мне даже страшно представить, что это. Если Марийская ССР, хоть как-то крымские татары, с которыми я встречалась, они сохранили язык, они говорят,
какие-то праздники пытаются. Может быть, это близость Татарстана сказывается, может быть, все-таки это соседняя республика, но уже в Пермском крае это, я не знаю, это случаи похорон уже по православным обычаям, никаких праздников, я уже не говорю о языке. Даже пожилые люди, которые пережили депортацию, они уже забыли язык. Они говорят, а нам не с кем общаться. Я беседовала с 90-летним стариком. Я говорю, вам же было 18 лет, когда вас депортировали. Как же вы забыли? А мне не с кем общаться. Уже 70 лет я говорю вот только на русском языке, поэтому как бы извини. Он извинялся. Ну, такая вот страшная, конечно, ситуация. Конечно, эти рассказы слушать очень тяжело. Ты как бы с ними вместе переживаешь. И это всегда сопровождается слезами. Это иногда, конечно, может быть это, что ты довел человека до такого состояния, но с другой стороны, они как бы и радуются таким встречам, рассказывая. И у меня вот всегда чувство вины, это боль, во-первых. Второе, вот чувство вины, что они вот не смогли вернуться, что мы не смогли им помочь вернуться. Как-то так в Узбекистане было такое мощное национальное движение, а они как бы остались немножко в стороне. Это, знаете, это чувство вины не только перед теми, кто депортирован, и перед теми, которые живут, допустим, в диаспоре, и Болгария, и Румыния. Вот. И сказала же чувство вины, что, наверное, надо было их всех, я не знаю, объехать, помочь им. И такая вот, знаете, обида. За что? Вот этот вопрос, на который ты не можешь ответить, потому что когда ты видишь вот эту вот боль такую неизбывную вот у этих людей, эти слезы, это очень тяжело, когда перед тобой стоит, сидит старик, которому 80-85 лет, там огроменный такой здоровый мужчина, и вдруг начинает как ребенок плакать, и ты не знаешь, как с этими слезами. И в то же время вот у всех этих людей, что меня очень всегда поражало, нету какой-то ненависти. И всегда я удивлялась, вот со всем этим вместе еще, знаете, такое восхищение, что эти люди не потеряли любовь к жизни, не потеряли интерес к жизни. У них нет такой ненависти, допустим, даже к тем, кто их выслал. Я не встретила ни одного человека, который бы сказал, что он не хотел вернуться. Они все как бы жаловались и говорили, что они не нашли возможности вернуться. То есть хотели, но не нашли возможности вернуться. Если были какие-то может быть, они просто, стеснялись, я не знаю, журналисту из Крыма этого говорить, может быть такое. Некоторые молодые говорили, а что в этом Крыму, ничего там интересного нет, какая разница. Очень многие, скажем так, 80%, они очень хотели и до сих пор даже хотят. И знаете, я помню, когда я была в Болгарии, я разговаривала с крымскими татарами, я говорю, почему же вы не захотели вернуться? Вот вы, Болгария вас тоже как бы, прессовала, скажем так, в 80-е годы, когда их заставили там от фамилии, от имен. Почему же Турция, почему же не Крым? Вы бы не в Турцию, а в Крым бы вернулись. И тогда мне один старик, знаете, сказал, «Бізге yol көстерген адам olmadı». То есть не было человека, который бы нас повел за собой. И поэтому я думаю, что, наверное, и в местах депортации нам, нашим, скажем так, представительным органам, представителям этих органов нужно было, наверное, объездить эти места депортации, разговаривать с этими людьми, убеждать их, помочь им вернуться. Я, например, перед этими людьми вот какое-то чувство вины испытывала, что мы вот живем в Крыму, все-таки нам, я не знаю, мы счастливы, а они несчастны, и они это осознают. Да, конечно, возможно. И я думаю, что этот перечень есть и существует. Например, когда была вот самоперепись, которую проводило национальное движение, они сделали поименный список всех жителей сел, очень многих. И потом я вам скажу такой момент, когда мы готовили к изданию книгу о селе Уркуста, мы получили из соответствующих, скажем так, органов, это было сделано, конечно, так нелегально, по знакомству, там еще как-то там какими-то способами, полный список жителей села перед депортацией. И список этот был сделан 15-16 мая.
Точно такой же список существует и по селу Ускут, самое большое село, и по очень многим. Очень многие старики рассказывали, что где-то с 10-го, кто-то вспоминает, что 15 мая, кто-то вспоминает, что уже в конце апреля в село приезжали люди с тетрадями и записывали. В каждую семью заходили и записывали, значит, сколько членов семьи, кто где находится, кто на фронте, кто где, сколько лет, как зовут, сколько во дворе там, я не знаю, деревьев, какие постройки, какие это. То есть вот такой перечень велся, поэтому эти списки есть. Только время их нужно достать. Нужно было проводить, и сейчас это для нас, говоря ленинскими словами, архиважно. Архиважно провести, потому что вот буквально 2 дня тому назад мне прислал статью для нашего журнала «Место Хотоприльке». Такой есть реке, работает в Магдебурге, в институте. Кстати, переписывается со мной на крымско-татарском языке, извиняясь за плохой татарский. Я думаю, ой, место уджа, если бы в Крыму все разговаривали так, как вы, было бы здорово. То есть он написал такую цифру, что в Германии живут 220 тысяч людей с крымскими корнями, то есть крымских татар. Я переспросила, я говорю, почти как в Крыму. И теперь вот спекуляции. Действительно, мы вернулись, нас было 220 тысяч человек. Через 10 лет нас опять 220 тысяч, ну там 223, 225. Мы вернулись, вернулись-то люди уже с 67-х годов, да, я говорю, с 90-х годов, когда уже как бы люди организованно стали возвращаться массово. Вот 30 лет прошло, и наше количество людей, крымских татар в Крыму, не меняется. Все те же самые 220, 230, 250 тысяч. А где остальные крымские татары? Их же проживает столько всего, поэтому это очень нужно. Например, как национальное движение, они же поняли важность этого. В 1956 году начали проводить. Первый этап самопереписи начался в 1956 году. 1956 год, только представьте себе, когда одно упоминание Крыма, крымских татар было чревато, я не знаю, отсидками, самые меньшие 15 суток тюрьмы, а то и вообще там никакой карьеры, никакой учебы, никакой работы. Вот. В 3 этапа было проведено. В 1956 году они начали, и, как вспоминали люди, мне посчастливилось пообщаться с очень многими и организаторами этой самопереписи, и людьми, участвовавшими в этой самопереписи, как это все делалось. Это такой феномен в тех условиях, это скрытно. Люди, как бы рискуя своим положением, своей свободой, своей жизнью, потому что, как вспоминал мой рахметли муж Седамет Меметов, он сказал, не то что посадить, убить могли за это. Убить могли за это. И они занимались этим. И занимались не просто вот старшее поколение, а подростки. Потому что, как он говорил, что к ним меньше как бы, да, подозрений, там 12 лет, 15 лет. То есть подросток, который умел писать, который мог задать, ему говорили, какие вопросы нужно задавать, записывать фамилии. То есть вот молодежь в основном занималась. Они смогли это сделать, потому что они понимали, что в 1956 году заложился как бы фундамент национального движения, а это будет Джебар Акимов, Бекир Османов, они прекрасно представляли, чем это может. И на судах нас же начали, основная причина депортации, значит, это как бы коллаборационизм, да, что мы во время войны, нужно было доказать, что не было никакого, то есть не было такого массового, скажем так, коллаборационизма. Вот. И нужно было доказать участие крымских татар в войне, реальную картину показать. Потом были такие спекуляции, что не очень-то много людей погибло в пути, в места спецпоселений и в первые годы депортации не так-то много. Ну, говорили где-то о, там, я не знаю, 20-22%. То есть вот такой процент очень мизерный всегда объявлялся. И тогда и Джебар Акимов, и Бекир Османов, они понимали, что начнутся суды, и на судах они вообще всегда были уверены, что будет Нюрнбергский такой процесс, как бы по вопросу депортации крымских татар. И нужно будет на этом процессе, не буквально Нюрнбергский, то есть вот такой мировой процесс, на котором нужно будет представлять факты. Не эмоции, не какие-то там рассказы, я не знаю, впечатления, воспоминания, а именно факты. И эти факты нужно было добывать самим, потому что, естественно, никто этих бы фактов не дал. Даже вот это вот количество депортированных,
Они же все не совпадают, даже официальные, посмотрите, где-то 180, где-то 190, где-то 200, где-то 205 тысяч. То есть даже официальные данные, там, данные КГБ, данные МВД, данные других каких-то органов, они все разнятся. Ой, их всех перечислить, действительно мне посчастливилось со многими очень общаться. Ну, самое яркое впечатление, наверное, Юрий Бекирович Османов, мой супруг Сейдамет Меметов, это Сейтяйга Белялов, это Мустафа Халилов в Ташкенте, это Айше Ситмуратова. И я могу сейчас бесконечно прям называть эти фамилии. Это тот же вот Джелялага Челебиев, Аллаха шкур, он Сах Селямет, Изетага Хаиров, Васфи Абла Хаирова. Это люди, которые самоотверженные люди, прекрасно понимая, что грозит им, чем они рискуют. Они, как бы отрывая от семейного бюджета, от своих каких-то потребностей, деньги национальному движению никто деньги не выделял. Национальное движение жило за счет представителей национального движения. Отправлялись люди в Москву, составлялись документы, печатались. И никто же не хотел, то есть никак, даже мысли не было там за какие-то свои услуги, за свою деятельность получать какие-то деньги или дивиденды. Они получали только по шапке за это. Они только получали сроки, они только получали отчисления из институтов, из работы не смогли ничего сделать. Меня поражала вот самоотверженность этих людей, принципиальность этих людей. И в то же время вот какой-то романтизм этих людей, какая-то наивность детская, понимаете? Вот вроде бы несовместимые качества, но это в них было во всех. И вообще национальное движение это не какая-то там, я не знаю, они не занимались только политикой, не занимались только составлением документов, это было самое первое, но они думали о том, что в Крыму будет музей, в Крыму будет библиотека, в Крыму будут проводиться выставки, и они собирали это все и привлекали к этим молодежь. Даже, знаете, памятка инициативника, там среди прочих требований к членам инициативных групп было, например, знать наизусть стихотворение Татарлыгым, там, знать наизусть стихотворение Амди Герайбая, татарларга. Поэтому, знаете, удивительные люди, благодаря которым мы вернулись. Каждый из них просто уникальный человек. И я думаю, что история национального движения нашего еще ждет, наверное, своих писателей. Очень сложный вопрос. Наверное, положительный, единственное положительное, что мы массово вернулись. Все-таки массово вернулись к себе домой. А больше, в принципе, наверное, как бы так особо похвастаться и нечем. Потому что все те задачи, которые поставило национальное движение перед собой еще в 60-е годы, ну, только вот этот один пункт и выполнен. Ну, вот, а в остальном как бы какая-то такая стагнация, что ли, произошла вот в национальном движении. Нету какого-то движения, хотя создавались и органы, и все, и вроде бы были возможности. Почему-то в Узбекистане, где очень было сложно работать, было много как бы добивались. Я не говорю, что нужно было в Крыму проводить митинги, возвращаться к этим. Время меняется, все меняется. Но такого позитивного, даже, наверное, какие-то, не знаю, какие-то хорошие моменты, которые были там, мы наработали, их растеряли. К сожалению, вот проживая у себя на родине, мы как бы немножко начали терять свою идентичность. Ну, идентичность это же не то, что, допустим, я не знаю, на машину повесил флаг, там, или домой повесил флаг, или там, я не знаю, ходить каких-то этих, это нет. Тут более какой-то нужно глобальные поступки совершать. Мы как бы начали растворяться сами по себе, растворяться вот в этой общей массе рядом живущих людей. И как бы, я не знаю, где-то, наверное, погоня за модой, что ли, вдруг мы там отстанем, вдруг мы там не будем выглядеть так. Стали забывать о тех моментах, которые нас отличают, нас выделяют как крымских татар. Вот это меня очень, очень волнует и очень тревожит. Ой, самый, наверное, такой, я не знаю, рецепт, ну, это лично мое мнение, рецепт один. Вот как человек, побывавший в регионах, где
люди не имели возможности. Мы имеем возможность, например, общаться на родном языке, изучать родной язык, слушать родную речь, правильно? И по телевидению, и по радио, и газеты издаются, и журналы издаются. Я была в таких местах, где этого всего не было. Например, вот Болгария, скажем так, Румыния, Турция. Почему они смогли сохранить? Они вот говорят на родном языке, сохранили как бы в таком первозданном виде свой диалект. Нам же никто не мешает. Самый, наверное, простой и самый, скажем так, ну, на мой взгляд, единственный рецепт – это дома говорить на родном языке. Никто ж нам не мешает, никто нам не запрещает. Мы запрещаем, только сами себе запрещаем говорить. Начинаем переходить на этот, дома разговаривать. Бабушки, дедушки, которые, ну, еле-еле говорят по-русски, нет, они обязательно, значит, там с внуками, своими внучками начинают говорить на других языках. Не закладывают основу, понимаете, в семье. Именно семья должна этого начаться. Нам никто не придет и не будет за нас говорить, никто не будет нас учить. Мы сами. Молодежь, та, которая родилась в Крыму, наверное, все-таки отчасти я очень счастлива за них, что они не видели тех тягот, которые видели наши родители, даже мы, будучи как бы, ну, родившиеся в местах депортации, в принципе, нам никто не запрещал ни учиться, ни это, но тем не менее все равно как бы трудности возвращения. Сейчас, например, наверное, молодежь понимает, что в Крыму негде реализовать свой потенциал, негде показать свое «я», так считает молодежь. И потом, сейчас такой век, вот мы сказали, это глобализация, да, интернет, когда каждый прекрасно за секунду может увидеть, кто где как живет и чего где можно добиться, какие-то свои. Этих возможностей в Крыму нет, к сожалению, а вот, допустим, эти возможности есть для него там в Чехии, скажем так, в Америке, там, в той же самой Турции, где они учились. Поэтому просто одним лозунгом там Крымда Яша нет. Как задумывалось о национальном движении, здесь своя государственность, когда бы наша молодежь и вообще наш народ чувствовал бы за собой государство, которое, допустим, способно его защитить, способно дать ему реализовать свой потенциал, свой талант, свои какие-то уникальные способности. Но они видят, что этого всего нет, поэтому даже, ну, каких-то таких особых вузов у нас нет, где можно какие-то, допустим, специальности получить в Крыму, а они есть вне Крыма. Поэтому пока, наверное, я не знаю, Крым, если не дойдет до уровня, ну, не хочу обижать хотя бы Турции, но до этого очень далеко, тогда молодежь сама перестанет уезжать. Зачем уезжать куда-то, где из родительского дома, из нажитого места, там, я не знаю, прощаясь с друзьями, когда здесь все это можно реализовать. Я думаю, что молодежь просто видит, что пока негде им себя показать. Я, например, отношусь к тому, что они уезжают, честно признаюсь, не отрицательно. Я, например, думаю, что, ну, некоторые поступают правильно, уезжают. Но если бы эта молодежь возвращалась бы в Крым вот с этим нажитым багажом, с этим опытом, которого, ну, как бы нам очень нужно и не хватает пока в Крыму, было бы просто прекрасно. Я думаю, что, ну, я очень надеюсь, что наступит такое время, когда ну, та молодежь, тогда она будет уже опытная, как бы, да, люди, показавшие себя, они захотят в Крым вернуться и уже в Крыму это все продолжать. Очень в это надеюсь и верю. Конечно, такой провокационный вопрос. Я думаю, что Крым, если бы, допустим, вот, ну, в Крыму создалась бы эта государственность крымских татар, поскольку титульная нация все-таки, как бы это там не нравилось кому-то, все-таки титульная нация Крыма – это крымские татары. И именно крымские татары – государство, образующая нация здесь, коренной народ. У нас кроме Крыма нету никакого другого там материнского ядра. Материнское ядро здесь, в Крыму. У всех остальных людей, у всех остальных национальностей, которые живут в Крыму, они, вот как раз таки они могут считаться нацменьшинством, если даже они и нас там, я не знаю, превышают там, во 100 крат в количестве, да, все равно это нацменьшинство по отношению к нам.
И мне бы, например, хотелось, я думаю, что и национальное движение было так задумано, создать здесь такую государственность. И это не означает, что из Крыма всех выселить. Нет, Боже упаси. Пусть все живут и до, допустим, и до депортации здесь в Крыму жило очень много национальностей. Никого никто не собирается. Я не думаю, чтобы хоть один крымский татарин, допустим, выгнал человека, живущего в его родительском доме, ни одного претендента. Ни один человек не отсудил свой дом, имея даже документы, понимаете, не было в мыслях, ну что тут поделаешь, они вот на пустом месте построили свой дом. Аллах нас всех в этот мир, создал нас, привел в этот мир именно с какой-то миссией, с какой-то задачей. Просто так человек не родился. Случайно родившихся, наверное, нет. Потому что в мире, в исламе всегда говорится, что ничего случайного нет. Все это вот по предопределению Аллаха. Значит, создавая нас, он как бы в нас закладывает какую-то задачу, какую-то миссию. И смысл жизни, наверное, смысл каждого человека распознать эту миссию и, как нас учил Гаспринский, если ты хочешь служить нации, начни с того, что ты умеешь. И если бы каждый человек, то есть мой смысл жизни, я думаю, что я надеюсь, что я правильно поняла свою миссию, и как бы по мере своих сил, возможностей и очень большого желания сделать, с честью выполнить эту миссию и как бы послужить своему народу, как бы это ни звучало банально, там, я не знаю, может быть, высокопарно, но как-то так доказать себе в первую очередь, что я не зря родилась и не зря прожила эту жизнь.